Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и оставим долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Идите, поклонимся Цареве нашему Богу. Идите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Благослови душа моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился еси зело. Во исповедении велели подобрился, еси одеялся светом, яко ризою. Растирая небо, яко кожу, покрывая водами превыспрение своя. Полагая он, как и восхождение, своя и коленушку ветренью, творя ангелы свои духи и слуги свои пламени огненные, основая землю на твердые, не преклонится век века, без рекорisa одеяния. На горах станут воды, запрещения Твоего побегнут, от глаза грома Твоего убоятся, восходят горы, исходят поля. Вместо ежа оставались им, предел положилось им, его же не приедут, ниже обратятся покрытие землю, посылая источники в дебрях. Посреди гор пройдут воды, напояются звери сей, нежную тональную жажду свою. Над их птицы небесные прилетают, от среди камня не дадя глаз. Напояет горы прелестных своих, от плододел Твоих насытится земля. Прозябает траву скотом и злат на службу человеку. Извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека. Ума сытится, и дает хлеб сердце человека укрепит. Насытится дел, блеская кедры невасти, ниже си насадил. Там птицы возмездятся, и людей вожевищу предводительствует ими. Горы высокие величие, камень прибежище зайцы. Сотворилась луну во времена солнца, познал запад свой. Положи из тьму, и бысь ночь ниже, колодец из двери правней. С ним не рыкающие восхитите, изыскать от Бога пищу себе. Вот сия солнце и собравшись, и ложек своих лягут. Язык человек на дело свое для вечера. Яко возвеличившиеся дела Твои, Господи, со премудростью и сотворились, исполнися земля твари Твои, ясие море, великое пространное, там глади и жилище, животное малое с великими, там корабли приплавают миссией, его же заслались и ругаться ему, всякий печалью дать ищему благо время. Дальше тебе их соберут, отвержу тебе руку всяческая, исполнится благость, и отвращу же тебе лице возметутся, отвыдешь и дух их исчезнут, и птиц твои возвратятся, после же духа твоего и созидутся, и обновишь лице земли. Будет слава Господня во веки, возвеселится Господь, от денег своих, присирая на землю Твоя, и крестися, и касайся горам подняться, восклик Господи, в животе моем. По любову моему донце же есть, да усладится ему беседа моя, аж возвеселюся, о Господи, и да исчезнут грешницы от земли, и беззаконницы, яко же не быть им. Благослови душа моя Господа, солнце познал запад свой, положи тьму и бысь ночь, яко возвеличившися дела Твои, Господи, всякой мудростью сотворились и. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Услышим
искоренения, честный креститель, первокрестец и якорстве, о все причные люди, Господу молимся. О благохранении страны нашей, во всех воинствиях, Господу молимся. О границе всякого границы мира, живущих в ней, Господу молимся. О благорастворении воздуху, призадвет плодов земных и временных мирных, Господу молимся. О плавающих, путешествующих, недухнущих, страхующих, племенных и о спасении их, Господу молимся. О, избавьтесь от всяких скорби, гнева и нужды, Господу молимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычку нашу, Богородицу, Пресвятую Марию, со всеми святыми помянувши, сами себя друг друга, весь живот наш, Христу Богу предадим.
народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною. Хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих. И помысли, что все люди твой народ. Господь сказал ему, сам я пойду пред тобою и веду тебя в покой. Моисей сказал ему, если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда, ибо почему знать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами, тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле? И сказал Господь Моисею, и то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени. Моисей сказал, покажи мне славу твою. И сказал Господь Моисею, я проведу пред тобой всю славу мою, и провозглашу имя твое пред тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. И потом сказал он, лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. И сказал Господь Моисею, вот место у меня, стань на этой скале, когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселенной скалы и покрою тебя рукою моею. Доколе не пройду, и когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лице мое не будет видимо тебе. Руки не властью тверды, суди, Господи, обережет меня, покори горючая. Суди, Господи, обережет меня, покори горючая. Прими оружие, щит, восстань в помощь мою. Суди, Господи, обережет меня, покори горючая. Суди, Господи, обережи меня. Покори горючая. Благословил Господь последние дни Иова более, нежели прежние. Было же скота у него овец 14 тысяч, верблюдов 6 тысяч, 1000 пар волов, ослиц на пастбище 1000. Рождается же у него 7 сыновей и 3 черви, и назвал он первую день, вторую же Хасия, а третью Роги Затырья. И не нашлось таких, как дочери Иова, прекрасней поднебесной, и дал он отец наследство между братьями их. И прожил Иов после своего бедствия 170 лет, а всего прожил он 240 лет. И увидел Иов сыновей своих и сыновей своих до 4-го рода. И скончался Иов старым и исполненным днями. Написано же, что он вновь восстанет с теми, кого воскрешает Господь. О нем толкуется в сирийской книге, что он жил на земле Вафсидийской, на пределах Идумеи и Аравии. Прежде же было имя ему Йовал, и взяв жену аравитянку, рождает он сына, которому имя Энон, а сам он был от отца Зарепа, сынов Исаавых сын, матери же Васоры, так что был он пятым от Авраама. Пророчество Исаии начтение. Вот брат мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится, как многие изумлялись, смотря на тебя, сколько был обезображен, паче всякого человека лик его и вид его, паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют пред ним уста свои, ибо он не увидит то, о чем не было говорено им, и узнает то, чего не слыхали. Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня, ибо он зашел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презвен и умолен пред людьми, муж скорби и изведавший болезни, и мы возвращали от него лице свое. Он был
ни во что оставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем, уничижен Богом. Но он изъявлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего было на нем, и раны его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он исчезаем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца, вечером был на заклане, и как агнец, престригущим его безгласен, так он не отказал уст своих, огуз, и судан был взят, но род его кто изъяснит, ибо он только до земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь, ему назначили гроб со злодеями, но он погребен богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его, но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня да успешно будет исполняться рукою его. На плоды души своей он будет смотреть с довольством, через познание его он, праведник, правдой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем, возвеселись неплодно не рождающая, воскликни, возгласи, не мучившийся родами, потому что оставлено гораздо более детей, нежели умеющий мужа, говорит Господь. Положишь меня в гробе преисподнем, темных и сей смертных. Положишь меня в гробе преисподнем, темных и сей смертных. Господи Боже, спасение моего, во дни возвал и прощи пред Тобою. Положишь меня в гробе преисподнем, темных и сей смертных. Положишь меня в гробе преисподнем. Нам послание святого апостола Павла чтения. Братья, слово крестное для погибающих и родство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего, не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудрости не познал Бога в премудрости Божией, то благогодно было Богу и ростом проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и еле ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еленов безумие, для самих же призванных иудеев и еленов Христа, Божия сила и Божия премудрость, потому что немудренное, немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванные, немного ли из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы, во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящиеся хвались Голова Богом. И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса
Христа, и притом распятого. И Духове Твоему, аллилуйя, 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 глаз святый. Спасибо Боже, яко не душа воды души моея. Удушение чаша душа моя и страсть. Что умысл Иисус
глаголему Христу, глаголошли ему все, да распят будет. И верно же рече, по ему возгласом творите, они же из лихого пияку глаголище, да пропят будет. Видим же тела, яко ничто же не успевает, но еще больше волна бывает, прием в воду, умирутся пред народом глаголя. Не поминен есть я, кроме праведности его, сами видите. Как представьте люди реша, кровь его на нас и на детях наших. Когда мы с ним в Варвару, Иисуса живив, предали им, да его кровну. Когда воины и демоновы, приемшие Иисуса на судище, собравши его все множеству воинов, и совлекши его, и обвешали его хламидою черной, и сплечи венец смертельный, возложиша на голову его, и трость десницу его, и поклоняшися на колено пред ним, ругавшися ему глаголище, радуйся, царю иудейский, и плюнувши на него, пряша трость, и бияку по главе его. И когда поругавшися ему, совлекошески го во границу, и облепоши его, близи его, и ведоши его на проклятие. Исходящий же обретоши человека Киринейска именем Симона, и всему задержа понести крест его, и пришедший на место нарицаемого Голгофа, ежели глаголемо крайнего места, даже ему и отзыв жертву смешен, и вкус неходящий пики, распечи же его, разриша ризы его, верши жребия, и сидящий в строгах его тут, и возложишь вверху его, виду его написано, «Сей есть Иисус, царь иудейский». Когда раскажешь с ним два разбойника, единого понесую, единого ошую, един же от обешенную злодеев, уляши его глаголя, «Аще ты есть Христос, спаси себе и нас». Отвечал же другим, запрещая ему глаголя, «Не ли ты боишься Бога, яко Бог осужден еси, мы его правду, достойному делом нашим воспринимаем, сей же ни единого зла не сотвори». И глаголом Иисусовым, «Помяни меня, Господи, так видишь его царствие еси». И рече ему Иисус, «Истинно глаголю тебе, днесь со мною будешь ли враги». Мимоходящий же хуляк его, покивающий головами своими глаголюще, разоряя церковь и третий день не созидая, спасися сам, аж ты сын еси Божий, сними со Христа. Так же и иереи ругавшися, и книжники, и старцы, и фарисеи глаголу, «Иные спасе, себе не может спасти, аж ты царь Израиля весь, да снидет ныне со Христа и верит в Него, упова на Бога, да избавит ныне Его, аще пожит Ему, рече Его, яко Божий есть Сын». Тожде и разбойники распят с ним, поношаста Ему. От 6-го же часа тьма близь по всей земли, до часа 9-го. По 9-му же часе возопи Иисус гласом велик глаголя, «Или, лима, савахбани, еже есть, Боже мой, скую я, если оставил». Если же он устоявших слышавших глаголу, «Я
яко Илью блаженная сей. И тотчас бежал видом их, и прем губу, исполни же оста, и вонзил трость на пояше его. Прочий же глаголом, остави, да видим, аж же придет Илья спасти его. Иисус же пак его забил глазом двери, и спусти дух. И все завеса церковная разнася твое, с вышнего края до нижнего, и земля попрошашася, и камень распадеся, и гроби отверзошася, и много телеса усопших святых посташа, и шедших из гробов по воскресенье его, и внедоша во святый град, и явишася мнози. Сотник же, иже с ним слегушки Иисуса, видевши трус и бывшая, убоявшися зело глаголище, воистину Божий Сын был сей. Иудеи же, понеже Петр был, да не остану на кресте телеса в субботу, был вот великденная субботы, молиша Пилата, да перебьют голени их и Господу. Придошли же воини, и первому убо перебиша голени, и другому распятому с ним. Да, Иисуса же пришедше, я увидиша его уже умерша, не перебиша ему голени, но един от воин копием, ребра ему проводе, и тотчас изыдет кровь и вода. И видели свидетельство, и истинное свидетельство его. И той знает, яко истину глаголет, и вы, да вы веру имете. Прыша сия, да сбудется Писание, кость не сокрушится от него. И снова другое Писание глаголет, возрятнать его же прободоша. Как уже тут и жены многие, и шедшие, и изреча зряше, я же и душу по Иисусе от Галилеи, служащий ему. Ниже Мария Магдалина, и Мария Иаковля, и Иосия, мати, и мати сыну Завидееву. Поздне же бывшу, приидет человек Бога от Аримафея, именем Иосиф, и же и той учися у Иисуса. Сей приступит к Пилату, просителя се Иисусова. Тогда Пилат повелел дать ему телус. И прием тело Иосиф, обвив его плащаницею чистою, и положи его в новом своем гробе, и же иссече камени, и возводил камень двери над двери гроба, отыдет. Мария Магдалина и другая Мария, сидящая прямо в гробу.
сегодня собрано воедино. Это повествование, и мы с вами только что почитали в общем, как совершалось распятие Иисуса Христа. Я хочу, чтобы вы сейчас обратили ко мне внимание только на один момент. Как Христа все оставили, и Он остался един, особенно уже на кресте, когда Он висел и возопил Отцу Небесному со словами: «Боже, Боже мой, почему, зачем, куда ты меня оставил?» Братья и сестры, это богооставленность, это очень большая беда, страшная беда, когда человека Бог оставляет. Христос тоже человек, и по-человечески Он взывал действительно своим телом человеческим к Отцу Небесному и к самому себе, как к тому же Богу, потому что Он также Бог. Оказывается, Бога человеческого Христа было оставлено. Каким образом и для чего? Прежде всего, братья и сестры, действительно, Христос своим человеческим телом, своей душей человеческой душей спускается в ад. И всякую субботу об этом особо говорит. Потому что Он Бог не только людей сегодняшних и завтрашних и живых, но Он и Бог тех людей, которые вчера жили, которые были до Христа. И вот душею спускается в ад, чтобы вывести оттуда всех из ада и особо праведников возвеличить. И вот это уход в ад — это место без Бога. «Скую меня оставил Мессии? Как ты мог оставить меня? Я же действительно в таком моменте, где нету тебя, Бога. Бог везде, а тут Бог отступил от Него, чтобы душа пошла призвать Адама, Еву и весь род до Христа. Место светла, место злачно, которые души потом будут помещаться после Христового воскресения. Потому действительно это такая скорбь была у Христа, это такая беда, это такое трагедия в Него, как ни у кого из нас с вами никогда не была бы и не будет, даже не начиная от Адама и до тех людей, которые будут еще жить после нас тысячи лет. Нету Бога оставленности ни у кого. Бог никогда не оставляет человека. Человек умирает, но Господь его ведет вот так на своей ладошке, и сегодня место светлое. Но там, когда они были до Христа в аде, той богооставленности, надо было их оттуда поднять. И потому Господь действительно показал это словами для нас с вами. Оказывается, Бог оставил его, потому что душа его идет в ад. Там, где нет Бога, там, где нет именно той радости, а есть одно проклятие. Потом, братья и сестры, вот какая страсть еще у Христа есть. То, что его били как человека, судили, позорили вокруг, издевались с него. Это, конечно, большая беда. Но вот богооставленность — это превыше всего. Превыше всего, как ни у кого, только в одного Христа это есть. Потому, братья и сестры, вот мы как должны и благодарить, и почитать этого Спасителя, который пришел ради не только нас, но и тех, которые жили до нас людей, чтобы привести к спасению и видно, как сегодня пригласить место светлого, место злачного, но не в ад. Аминь.
и хвальное и прославленное имя Твое во веки. Аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, я даже уповахом на Тя, благословен си, Господи, научи меня оправданием Твоим, благословен си, Владыко, разуми меня оправданием Твоим, благословен си, святый, просвети меня оправданием Твоими, Господи, милость Твоя возвестила руку Твоими, презри, Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, егда греваться мирно. спасение Твое, нежели все богов, лицем всех людей, свет творения языков и славу Твою, людей Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй
беззаконие наше, святых освяти немощи наши, имени Твоего ради, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, и приси на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный даст нам есть, и остави нам долги наши, яко мы оставляем должников нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Христос, страшный, силой, слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
власти животворящий крест, и вольное погребение плотью изволив Христос, истинный Бог наш, мульточистая своя Матери, всеславных и всехвальных апостолов, всеславных и Бога Отец, и баянный всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие все братья и сестры, я благодарю вас, что вы пришли в храм, чтобы поучаствовать в том большом торжестве Духа над плотью, которое имеем мы через Святую Плащаницу. Именно Святая Плащаница – это видимое отражение того древнего момента, когда мы сегодня только с вами слышали Евангелие. Благообразный Иосиф с Никодимом купили плащаницу. Евангелие говорит, чистую плащаницу. Купили новую чистую плащаницу. Завернули тело и положили во гроб. И гроб тоже чист, новый. Никто еще в нем никогда не лежал. Уже был вытесан из камня, уже был готов для какой-то семьи. И вот положили туда Христа. Сегодня это место мы все имеем, знаем. Мы там приезжаем в Иерусалим, кланяемся. Плащаница также, мы знаем, она есть. Сегодня она называется по месту пребывания Туринская плащаница, Италия. И это тот плат, который пришел от этих двух праведных мужей к нам с вами. И мы благодарны Богу прежде всего за то, что вот эту видимую часть своего погребения, а особенно воскресения, Он оставил для нас с вами. Потому что плащаница, оказывается, она была чисто белой, о чем говорит Евангелие. Она имеет сейчас изображение. Изображение самого Христа, лежащего в гробе. И там его кровь, и там его истечение из тела, которое имело при его смерти телесной. Поэтому, братья и сестры, мы особо почитаем этот плат. Конечно, как вы все многие знаете, что эта плащаница туринская, она с виду не имеет изображения, как мы имеем. Это написанная плащаница. Это реликвия, описание того, как Христос лежит на этой плащанице. Настоящая. Она там чистая. Но, как вы знаете, многие об этом уже и писали, и говорят, и исследуют, многие уже десятилетия ученые. Оказывается, это негативное отображение на этом платье, как вот старшее поколение знает наши фотографические пленки, такие негативчики были. Эти негативчики надо было проявить, чтобы получилась фотография. Вот такой негатив, оказывается, и вышел на плащанице Иисуса Христа. Потому мы в каждом храме имеем этот плат Христов. Специальную службу сегодня, когда действительно древние люди, они погребли Христа, и мы выносим сегодня плащаницу на поклонение. И сегодня я прошу всех подойти, поклониться этому святому изображению. Как вы знаете, мы будем кланяться 2 раза землю, целовать потом 3 раза землю. Мы целуем всегда руки Христовы, Евангелие и ноги Христовы. Лицо или лик Христа всегда закрыт. Там мы не целуем, вот потому что Христа целуем только по достоинству нашему, только в ногу. Потому пускай Господь примет наше стояние перед Его святой плащаницей. Эти свечки можно поставить, пускай догорают. Сейчас мы поклонимся, и в 6 часов опять будет служба, уже утренняя.
Великой Субботы, где будет чин погребения Иисуса Христа.